Слобода самая глубокая из 6 и, похоже, самая популярная. Несколько месяцев длились споры о том, какое название дать станции. В итоге имя отразилось и в интерьере. С подробностями Булат Ишмухаметов. Гул метро и характерный запах подземки. На новой конечной станции все замерло в ожидании первого состава. В это же время на Кремлевской пришел обычный поезд по расписанию. На Кремлевской сегодня покинуть вагоны никого не просили. Состав идет дальше, под Казанкой. Среди пассажиров первого рейса и президент Татарстана. Устраивать шоу по поводу открытия станции не стали, ведь уже сам запуск подземки – праздник для горожан. Поэтому его решили не задерживать ни на минуту. Если раньше в казанской подземке катались в основном туристы, то эта зима доказала, метро не просто необходимо, а жизненно важно для города. С открытием новой станции число пассажиров по подсчетам специалистов вырастет в 2 раза, до 100 тысяч человек в день. Подружки-пенсионерки Венера Галиуллина и Рамзия Фазулова захватили с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть события для потомков. Мы ездим каждый день. Мы же ведь еще не бабушки, мы молодые девушки. Мы туда-сюда, туда-сюда. Ничего лучше, даже любая иномарка нас не перевезет так быстро, как сейчас вот на проспект метро. Пока общее время в пути из конца в конец занимает 22 минуты, но к концу января время сократится до 15 минут. Мы пускаем все 4 состава. У нас будет интервальность не 15 минут, а 11,5 минут. И ожидаем получения новых составов. И когда вот эти 3 состава придут, уже в январе первый состав поступает, постепенно уменьшим интервальность до 7 минут. На Козьей Слободе открыт пока один выход к энергоуниверситету. Переход на другую сторону Декабристов и на набережную Казанки откроют уже в новом году. В метро ходят, убедились. Сейчас вместе обратно поедем. Трудно переоценить, тем более вот видя то, что творится сегодня на дорогах, огромное количество транспорта. Поэтому эта станция Козья Слобода действительно долгожданная. И я искренне благодарен нашему президенту Рустему Нургалиевичу Минниханову, правительству за поддержку столицы. Это огромный подарок, который мы все ждали. Отныне казанская подземка действительно стала полноценным городским видом транспорта. По числу пассажиров метро теперь становится конкурентом автобусам, а многие горожане всерьез продумывают маршруты движения из одного конца города в другой с путешествием под землей, вместо прозябания в пробках. Булат Ишмухаметов, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».